К вечеру 26 ноября так выглядела карта боевых действий в Восточном Алеппо. На тот момент передовые позиции сирийской армии в районе Ханана отделяло всего 1,5 километра до правительственных сил в Сулейман-аль-Халебе. Крах обороны боевиков был обеспечен отвлекающими атаками. С юга – на Шейх-Саиде, в центре города – в Сулейман-аль-Халебе, на северо-востоке – в промзоне Ауэйджа. В это время в строжайшем секрете готовился мощный удар по району Ханана. Неожиданность и мощь артподготовки перед наступлением сломала волю экстремистов к сопротивлению. По данным радиоперехватов, противник в панике отступал, не имея подготовленных рубежей обороны. Поступали сообщения, что боевики готовят к применению химическое оружие, но высокий темп наступления пока не дал этим планам воплотиться в жизнь. Над котлом в Восточном Алеппо нависла угроза быть разрезанным на две части. Успех был обеспечен продвижением спецподразделения «Тигр» под командованием Сухела Хасана. И если 25 ноября правительственные силы контролировали 1/3 района, то к вечеру 26 числа Ханану был практически зачищен от боевиков. На одной из улиц района мы встретили мирных жителей, которым удалось выйти к сирийским солдатам. Многие не могли сдержать своих слез. Пока невдалеке авиация наносила удары, беженцы ожидали автобусы для их доставки во временное убежище. При боевиках у нас была совсем незавидная жизнь. Они делали все, чтобы нам было еще хуже. На одного человека раз в 2 дня выделялась небольшая лепешка хлеба. У меня было 2 дома. Один в районе Ханана, а другой в Хайдарии. Из Ханана и пришлось бежать туда. Слава Богу, нас встретили сирийские солдаты. Помогли нам. Я прошу всех боевиков сложить оружие. Меня зовут Шади Хальви. Я работаю на государственном телеканале. В этом доме находилась квартира моей сестры. Узнав об этом, они ограбили квартиру, а потом подожгли ее. Они всегда говорят, что хотят свободы для Сирии, но на самом деле постоянно обманывают людей. У нас в районе было много групп террористов. Но особо всем запомнились боевики Ан-Нусра. Они говорили, что женщинам нужно одеваться во все черное и обязательно закрывать лицо. А мужчины обязаны были отращивать бороды. Джабхат Ан-Нусра – это плохие люди. Они ужасно с нами обращались. Многие их боятся и даже близко к ним не подходят. Также они закрыли нашу школу. Мы не хотели, чтобы боевики были в нашем районе, но они нас не спрашивали. Те, кто что-то говорил против, сразу же подал в тюрьму. Они постоянно спрашивали, куда мы идем, следили за каждым нашим шагом. Спасибо сирийской армии, что они освободили наш район. Я до сих пор не могу поверить, что оказался на правительственной территории. Террористы пытались выгнать нас в соседние районы, чтобы использовать как живой щит. Нам удалось сбежать, но многих гражданских согнали в район Аль-Фардас. Там нет больницы и даже банально доктора. У нас вообще нету лекарств. Вчера часть боевиков в районе Бустан-Аль-Рис хотели сложить оружие и перейти в Шейх-Максуд. Но Ан-Нусра их задержала и посадила в тюрьму. В районе Аль-Хайдария террористы брали за выход 100 тысяч лир. Даже за детей и стариков. Некоторые люди были вынуждены платить им. Вчера ночью нам пришлось спать на улице, чтобы сегодня сбежать оттуда. Посмотри на наших детей. Какая у них теперь жизнь? Им тоже пришлось ночевать под открытым небом. Моего мужа посадили в тюрьму, а я даже не знаю почему. Они говорят, что он пособник режима. У меня осталось 5 детей. Теперь я одна без мужа. Спасибо сирийским солдатам. Они нас встретили и сразу помогли. Прямо за дорогой, которая служила основной артерией снабжения боевиков между северными и южными районами, находится Джабаль-Бадр. Спецподразделения «Тигр» и бойцы частей сирийской армии продолжали вести его зачистку. Эти улицы до сих пор были небезопасны.
На наших глазах узкие улочки Джабаль-Бадра пересекали новые и новые семьи, спасающиеся от боевиков. Мадани! Эй! Эй! Иди сюда! Эй! Бойцы спецназа «Тигры» вышли на передний край, чтобы своим огнем прикрыть выход гражданских. على اليمين عم بقول لك على اليمين بالغرفة على اليمين. В глубине! Направо комната, оттуда стреляют боевики. هاي ممتاز يا هاي ممتاز. في جبل بردو خط الأمامي خط تماس بينه وبين العدو عدو يبعد عنا. Мы сейчас находимся в районе Джабаль-Бадру. Боевики отсюда бежали, и мы убили многих из них. Мы на первой линии. Враг напротив нас, может быть метров 20, прямо через дорогу. К вечеру мы продолжим атаку, пока не освободим все соседние районы. Дай бог, скоро будет освобожден район Ас-Сахур. Помещение. На помощь уже подтягивались подкрепления спецназа, и очередной группе гражданских удалось выбраться к сирийской армии. بعدوا عنه قعد لي هون Тем временем люди продолжали прибывать и прибывать. Многие несли на себе самое необходимое. Все больше людей покидает район Хайдария. Автобусы не справляются с потоком беженцев, поэтому приходится использовать грузовики. Постоянные перемирия, не приносящие никаких плодов, на долгие месяцы откладывают освобождение Алеппо. Представители Госдепартамента США неоднократно заявляли, что необходимо отделить умеренную оппозицию от террористов Нусры и считать представителей сирийской свободной армии переговорной стороной конфликта. Однако это просто ширма. Они говорят, Женева это конец халифата. Мы будет мусульман хилафа. Мусульманский халифат. Да. Вот здесь написано «Халифат – это наша цель». Весь район Ханану изрисован флагами сирийской свободной армии. Но склады здесь контролировала Джабхат ан-Нусра. Вы сами можете видеть большое количество атрибутики, литературы на складе, который мы обнаружили с бойцами спецподразделения «Тигр». Чехия. Чик, что чик? Противогаз нашли, да? После разгромов Ханану и Джабал-Бадр события развивались столь стремительно, что уже к вечеру 27 ноября поступили сообщения о выводе сил боевиков северного Алеппо в центральные районы города.
По нашей информации, подразделениям Лива Аль-Кудс удалось продвинуться в районе Баидин. Экстремистам также пришлось оставить часть района Хеллок и позиции в Бустан-Баше. Есть и сообщения о переговорах между сирийским командованием и боевиками об оставлении района Хайдария, чтобы минимизировать разрушения.